До выборов осталось 2 месяца. В Магасе открылся региональный избирательный штаб кандидата в президенты страны Владимира Путина. Я именно занял 2-е место. В Владикавказе был чемпионат по Северному Кавказу. Готовимся удивлять и удивляться. В конце января в Ингушетии пройдет региональный этап чемпионата WorldSkills. Чем больше будет граждан у нас обученных, которые могут оказать первую медицинскую помощь, естественно, они, значит, помогут кому-то там или спасут даже, можно сказать, жизнь. 2018 в МЧС объявлен годом культуры безопасности. О планах ведомства расскажем в выпуске. Сами работы Эшера оригинально, разумеется, очень дорогие, но вот у нас они копии и от этого не менее ценны. Искусство в подарок. Творчество Маурица Эшера доступно посетителям библиотеки ИНГУ. Да победит сильнейший. В Кантышево стартовал республиканский турнир по боксу среди юношей. На канале Ингушетия Новости 24. Добрый вечер. В преддверии грядущих выборов в регионах России начали открывать избирательные штабы кандидатов в президенты страны. В Магасе открылся региональный избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Путина. Он находится по улице Никиты Хрущева, 12. Главная задача штаба – управление деятельностью сотрудников, агитаторов и других наемных работников и добровольцев с одной общей целью – продвижение кандидата. Напомню, выборы на должность президента России пройдут в стране 18 марта. Основная задача нашего регионального избирательного штаба – это организация работы по предвыборной кампании нашего кандидата в президенты Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. В регионах России также открываются избирательные штабы кандидатов в президенты. Грудинина от партии КПРФ, партии ЛДПР Жириновского и штаб Ксении Собчак. От этих кандидатов в нашем регионе предвыборные штабы не открыты. Единый день голосования все ближе. 2 месяца остается до выборов президента России. Вся страна готовится к предстоящей избирательной кампании. В Ингушетии начался цикл семинаров для организаторов выборов территориального и участкового звена. Первое обучающее мероприятие избирком провел в Малгобеке. Репортаж Заремы Евлоевой. Такие семинары-совещания с организаторами и участниками избирательного процесса по вопросам подготовки и проведения выборов – процедура обязательная. Чтобы важное политическое событие прошло успешно и прозрачно, нужны хорошо подготовленные люди. ЦИК Ингушетии запустила работу по обучению председателей, заместителей и секретарей участковых избирательных комиссий. Убедительная просьба ко всем председателям, кто заполняет вот эти протокола участковых комиссий. Вот вторая строка у нас – число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссии. Вот это число вносить в соответствии строго, в соответствии с актом о получении избирательных бюллетеней. Председатель избиркома Муса Евлоев рассказал о работе, которая уже проведена ЦИКом по подготовке к выборам. Выступая перед участниками семинара, Евлоев также отметил, что во всех городах и районах должны быть созданы все условия для полноценной работы участковых избирательных комиссий. В марте 2018 года в Ингушетии откроются 137 избирательных участков. Кроме них, к выборам президента страны в регионе готовятся еще 9 территориальных комиссий. Отработайте все эти вопросы, прямо вот кто будет чем заниматься, у кого будут списки, чтобы не было такого, что мы разбираемся, кто будет у нас чем заниматься. Вот отработайте именно на предварительно, когда у вас есть время для этого. Большинство из сидящих в зале имеют большой опыт в организации избирательных кампаний и не раз успешно справлялись с возложенными на них задачами. Поэтому в избиркоме уверены, Ингушетия проведет выборы президента страны на высоком организационном уровне. Мы до них доводим информацию общую и информацию о нововведениях в законодательстве, то, на чем им нужно обратить, на что им нужно обратить внимание для того, чтобы они в день голосования свою работу организовали должным образом.
Работа со списками избирателей, порядок составления протоколов об итогах голосования, погашение бюллетеней и не только. Участники семинара рассмотрели целый ряд вопросов, решением которых должны заниматься уже сейчас. Зарема Ивлоева, Майрбек Миржоев, Новости 24. Минтруд России вынес на публичное обсуждение законопроект, в соответствии с которым ежемесячные выплаты за рождение детей не будут облагаться налогами. Напомню, президент России Владимир Путин 29 декабря подписал закон о введении ежемесячных выплат за рождение или усыновление после 1 января 2018 года первого и второго ребенка, не достигших 1,5 лет. В Минтруде отмечают, что эти выплаты введены в качестве дополнительных мер господдержки малоимущим семьям и относятся к категории выплат социального характера. В соответствии с этим предлагается дополнить статью 217 Налогового кодекса положением, которое предусматривает освобождение таких выплат от налогообложения. Очередной региональный чемпионат рабочих профессий WorldSkills пройдет в Ингушетии с 24 по 26 января. Этап международного движения в республике проводится по 10 компетенциям. СУЗы активно готовятся к предстоящему чемпионату, на базе которых и пройдет конкурс. До конца недели планируется установить оборудование, необходимое для соревновательного процесса. Лейла Гайсанова продолжит. Непонятные символы на черном мониторе и сложные формулы, но только не для этих ребят. Студенты топливно-энергетического колледжа готовятся к предстоящему чемпионату WorldSkills. Начинающий программист Магомед Мамилов создал компьютерную игру, хотя и увлекся программированием относительно недавно, только после поступления в колледж. Но у молодого человека уже есть успех и опыт участия в таких чемпионатах. В прошлый раз мы занимали призовые места. Я именно занял 2 место. В Владикавказе был чемпионат по Северному Кавказу. Я изучил много чего нового. В прошлый раз задания тоже были сложные, соперники тоже были очень умные, в своем деле разбирались, но все равно мы тоже учимся и надо по-любому одержать победу. Вместе с ним в конкурсе веб-программирования в чемпионате WorldSkills представлять колледж будут еще 4 участника. Все они готовятся к предстоящим испытаниям. Какими они будут, уже известно. Каждый из участников столкнется с 3 заданиями различной сложности. Разработка. Сначала первый модуль идет, то есть первый день идет разработка мини-игры браузерной. Второе — разработка программы для записи к врачу со всякими критериями. И третье — это уже наполнение сайта на технологии CMS. WorldSkills – международное движение, цель которого повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства. От традиционных ремесел до многопрофильных профессий в области промышленности и сфере услуг. Сам чемпионат считается успешным пройденным, если соблюдены 3 условия. Первое – это наличие материально-технической базы, соответствующей требованиям WorldSkills. Второе – это грамотная работа экспертов, своевременное оформление документов, веб-транслирование. Это все будет транслироваться в прямом эфире со всех площадок. И третье – наличие деловых партнеров чемпионата. Это организации бизнеса, которые будут участвовать, помогать, выделять какой-то расходный материал. Всего от колледжа в чемпионате примут участие 25 студентов. Соревнования охватят практически все СУЗы Ингушетии. Он проводится по 10 профессиям. Конкурс по 4 из них пройдет на базе колледжа, в том числе и сварочные технологии, в которых планирует принять участие и Билал Бахмурзиев, студент 1-го курса. На вопрос, почему решил учиться на сварщика, отвечает скромно: «Думаю, профессия пригодится в жизни». Для него чемпионат – возможность, где прохождение на новый этап гарантирует новые навыки и бесценный опыт. Я сейчас умею делать только полуавтомат, но в дальнейшем собираюсь учить другие виды сварок. И изучив эти сварки, я очень надеюсь, что буду полезен людям. И к апрелю надеюсь подготовиться к соревнованиям. Если раньше сварочные специалисты работали только с 2 видами сварки, то отныне их количество возрастет до 6, и студентов будут обучать на новом шведском оборудовании ESAP. Очень скоро их знания будут востребованы во всем мире. Мастера колледжа уже прошли курсы обучения стандартам WorldSkills. На лазерной сварке могут они работать. Они могут работать на дистанционной сварке, на роботах могут работать они. Это как? Это не значит, сварщик – это рабочая профессия. Сварщик может сидеть в том кабинете, может сидеть, а аппарат будет стоять здесь. Он будет джойстиком будет регулировать через монитор и наложить, что он будет сделать. Готовится к чемпионату теперь на международном уровне. В республике он проводится 3-й год и до сих пор отвечал всем стандартам. Однако в этом году требования изменились, и необходимо было укрепить материально-техническую базу. На профильное
оснащению у колледжа ушло 29 миллионов рублей, а проведение чемпионата в регионе – один из критериев эффективности работы госсубъекта. Наша национальная сборная выиграла чемпионат мира в Дубае в прошлом году. Руководством нашей страны выделяется особое внимание, и поэтому сейчас чемпионаты мы должны проводить на оборудовании, которое соответствует требованиям WorldSkills. Чемпионат будет транслироваться в режиме онлайн. 24 января стартует региональный этап конкурса. Окружной планируют провести в апреле. Задача наших студентов – пройти в сборную России и представить страну на международном уровне. Лейла Гайсанова, Хаваш Гойгов, Новости 24. Владимир Путин по итогам встречи с инвалидами и представителями общественных организаций и профессиональных сообществ, оказывающих им содействие, подготовил ряд поручений, касающихся упрощения процедуры получения инвалидности. Так, до 1 марта 2018 Кабмину нужно будет принять меры по усовершенствованию процедуры медико-социальной экспертизы и предусмотреть случаи, когда инвалидность устанавливается бессрочно при первичном обращении. Также правительству поручено принять решение о продлении до 2025 года госпрограммы «Доступная среда», которую в настоящее время планируется завершить к концу 2020 года. Кроме того, до 20 апреля Кабмин должен подготовить предложение по увеличению СУЗов и вузов, в которых обеспечат условия для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. В МЧС России 2018 год объявлен годом культуры безопасности. Ведомстве планирует уделить еще большее внимание проведению комплексной работы по предупреждению и профилактике возникновения ЧС и повышению культуры безопасности населения. Как планируют провести 2018 сотрудники МЧС, расскажет наш корреспондент. МЧС России продолжает традицию тематической деятельности ведомства и объявляет 2018 годом культуры безопасности. Руководство министерства поручило своим региональным подразделениям осуществить комплекс мероприятий, способствующих формированию культуры безопасности у всех категорий населения, активно вовлекая в просветительскую работу органы исполнительной власти, местного самоуправления, организации, добровольные и общественные формирования. В региональном управлении МЧС к году культуры безопасности готовится основательно. Уже утверждена рабочая группа по подготовке и проведению следующих 12 месяцев на высшем организационном уровне. В соответствии с приказом министра МЧС в Главном управлении издан свой приказ, где расписаны все мероприятия, которые будут в течение года проводиться, и кто будет ответственен за проведение данных мероприятий. Ну, там мероприятия различного характера в плане отражены. Это и дни открытых дверей, и проведение семинарских занятий, и проведение в школах мероприятий различных. Традиция тематической организации деятельности МЧС в течение года родилась совсем недавно, в 2016 году, который был объявлен годом пожарной охраны, а минувший 2017 вошел в историю министерства как год гражданской обороны. Важнейшая задача, которую ставит министерство в 2018 – научить население безопасному поведению в быту и в других жизненных ситуациях, а также грамотным действиям в условиях природных катаклизмов и техногенных аварий. МЧС также предлагает уделить первостепенное внимание формированию культуры безопасности среди всех групп населения, от дошколят до неработающих граждан. Каждый житель должен иметь четкое представление о рисках, угрозах и других особенностях региона, где он проживает, знать, что нужно делать, оказавшись в чрезвычайной ситуации. Подобные уроки проходили в республике еще в прошлом году. МЧСники обучали школьников навыкам оказания первой медицинской помощи в различных ситуациях. После этих выступлений, которые нам показали сегодня, конечно же, много полезного я для себя усвоила, что-то я знала, что-то еще дополнила для себя. И думаю, после таких объяснений я не растеряюсь и смогу помочь человеку, оказать первую помощь. В любой непредвиденной ситуации, ДТП, несчастном случае, когда счет идет на минуты, многое зависит не только от профессионализма врачей, но и от времени оказания первой помощи. Это так называемый «золотой час». И здесь первостепенное значение имеют грамотные действия тех, кто оказался рядом с пострадавшим. От их знаний первой доврачебной помощи зачастую может зависеть жизнь человека. В соответствии с приказом у нас составлен план
Вот, и в этом плане есть эти мероприятия. Если мы будем, значит, обучать население, это и неработающее население, и также и работающее население, и обучающиеся в школах. Вот. Ну, на случай, там, если произойдет какая-то чрезвычайная ситуация, чем больше будет граждан у нас обученных, которые могут оказать первую медицинскую помощь, естественно, они, значит, помогут кому-то там или спасут даже, можно сказать, жизнь, вот, оказав первую доврачебную медицинскую помощь. Цель проведения Года культуры и безопасности не только объяснить, а еще и закрепить теоретические знания граждан на практике в области безопасности жизнедеятельности, а также поделиться со специалистами всех органов госвласти опытом в вопросах защиты населения и территории от ЧС. Светлана Томова, Рамзан Мершоев, Новости 24. В автошколе Магаса ежегодно обучается 400 человек, а теперь помимо водительского удостоверения воспитанники ДСАФ будут получать и бухгалтерский сертификат. В школе откроют дополнительные курсы для всех желающих. Какие именно, расскажет Светлана Томова. Сусана Алиева уже 2 месяца как является курсантом автомобильной школы Магаса. Девушка выучила азы вождения, подкрепила теоретические знания на практике. В конце января, если удачно сдаст экзамен в ГИБДД, сможет получить свое заветное водительское удостоверение. Эта автошкола мне очень нравится, успехи тоже очень хорошие. Пришла я в эту автошколу, у меня не было никаких абсолютно зданий, касающихся вождения. Был очень сильный страх, но Ислам Халитович помог перебороть, можно сказать, заставлял, посадил за руль, сказал, что все получится. И каждый раз заходил, что у меня вот все ничего не получится, что это все зря. Теперь вот езжу уже сама, билеты сдаю на отлично. В автомобильной школе курсанты получают все необходимые знания. Обучение проходит больше 2 месяцев, 190 часов на теорию и практику вождения. То транспортное средство, которое находится у нас с правой стороны, мы должны ему уступить, если мы перестраиваемся на его ряд. Помимо водительских курсов, в скором времени при школе откроют курсы бухгалтера со знанием 1С бухгалтерии, ЭВМ, делопроизводства и кадровой работы. Мы приобрели компьютеры, что нам необходимо 8 рабочих мест создали мы здесь. И, естественно, работа будет производиться одним преподавателем, который будет с серверного компьютера видеть всю работу, проходящую по программе. Каждый из учащихся, сидя за компьютером, проходит тестирование. 20 минут дается, чтобы ответить на 20 вопросов касаемо правил дорожного движения. Ошибки при этом должны быть минимальные. Занимаемся 2 месяца, тестирование проходит 2 часа каждый день, в течение рабочей недели. Успехи уже более-менее, ошибок делаю уже поменьше. Всего в республике открыто 5 автомобильных школ. К примеру, в этой всего 5 машин, 3 легковых и 2 грузовых автомобиля. Ислам Баркинхоев не только руководитель школы, но и инструктор. Работает в этой сфере с 1982 года. С тех пор и обучает курсантов. В республике у нас действительно много происшествий, именно ДТП. Для того, чтобы избавиться от этого происшествия, от этих ДТП, нам необходимо, как говорится, больше уделять внимание знаниям, которые преподают в автошколах. Автошколы должны подготавливать хороших специалистов. Прежде чем выпустить его на дорогу, он должен, преподаватели и мастера производственного обучения, которые обучают учащихся, должны быть уверены в том, что он, действительно завтра может без него поехать и сможет, как говорится, управлять транспортным средством так, как нужно. По плану в год автомобильная школа Магаса должна выпустить около 400 водителей, которые водительские права подкрепляют реальными знаниями ПДД. Сегодня ДСАФ – это настоящая школа патриотизма, доблести и отваги, включающая в себя более 600 образовательных учреждений, 116 авиационных и 490 спортивных. Каждый год общество выпускает порядка 600 тысяч специалистов технического профиля. Светлана Томова, Адам Далаков, Новости 24. Государственный ансамбль народного танца «Ингушетия» намерен в скором времени открыть свой музей. Воплотить эту идею в жизнь стало возможным благодаря недавно открытому в Назране молодежному культурно-досуговому центру, в стенах которого для творчества
прославленного коллектива республики созданы все условия. Ценители народного творчества смогут соприкоснуться с историей становления ансамбля «Ингушетия». Здесь будут представлены национальные костюмы, различные музыкальные инструменты, многочисленные награды за достигнутые успехи. Ансамбль «Ингушетия» – это своеобразная творческая лаборатория национального искусства. Коллектив является лауреатом многих всероссийских и международных фестивалей и конкурсов, проходивших в разные годы в Ираке, Израиле, Турции, Италии и Франции. В Зязиков-Юрте прошел сход жителей. Поводом собрания сельчан стал проступок местных подростков. В одну из праздничных ночей они решили поджечь новогоднюю елку. Но осуществить задуманное не успели. Хулиганов поймали с поличным. О подробностях этой истории расскажет Мадина Пугоева. То, что произошло во время новогодних каникул, Ису Баркинхоева буквально выбило из колеи. Рассказывая о поступке своего сына, сбитый с толку отец пытается подобрать слова. Однако ни он, ни другие жители села оправдать действия юноши и его друзей не могут. В одну из праздничных ночей трое друзей решили поджечь главный символ Нового года – елку, установленную в центре Малгобека. Правда, сделать это им не удалось. На месте преступления с поличным их поймал сотрудник местной охраны. Я просто делал, именно елку холодно делал, сухарем делал. ينخ سحارم عماز ألغى ده واحد درشوا دي حال ده دوه ده درشوا مالله تعمتي وخل ميزي سقوا يا شو يلا تبحالم ده ديو نوزو دعي وقت يوه وازر ده درشوا يا شليل ده حم أبيسني دي واشت دي وقت كينا مديشة أساس نواتش شليل ده فتخوج مديشة ديسي أبيسني قلت مقيت بوسقي تست نظري مرجع يلا أبيسني حد حال خدي ده خالص سنوات تايوش مالله بعملوش. На вопросы местных властей молодые люди отвечают неохотно. Впрочем, вину свою в отделении полиции они уже признали. Сейчас правоохранительные органы занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего. По окончании следствия все виновные, безусловно, понесут заслуженное наказание. Если в дальнейшем следствие посчитает, что это были хулиганские действия, то за порчу государственного имущества будет вынесено, предусматривается административное наказание за порчу имущества. И в этом случае будет наказание либо штраф, либо арест административный до 15 суток. Но главным наказанием для провинившихся станет всеобщее порицание и испорченная репутация. Чтобы вновь заслужить уважение односельчан и целой республики, молодым людям придется немало потрудиться. Впрочем, имам села уверен, осуждать в этой ситуации стоит не столько юношей, сколько их родителей, не сумевших воспитать своих детей должным образом. تملوا يأخذوا صقي وانا زيادة كت يا وهم إحنا خيتشان شنديز الأش مباري شديز اللي داي أش مباري أذكر معتل أتحم حناوت أش شديزش لا لامزة أربوش خالدين حنوش حناوت أش مالدي حبيبي قرابي عن أهل واش خن تليفون لو زواج خن أي عبيرت عن حناوت أش يعني أشار دايال شد دعوة باكتش بابو داي بويش إيسا أذاك أما ذاك دوام بس كدنا إذا أما لا تخن أولي كتشو أولي خات البغداد. Мнение богослова разделяют и местные жители. Башир Бадиев – отец 5 детей. Каждого из них воспитал строго в соответствии с канонами религии и обычаями народа, признается он. И никогда бы не допустил, чтобы его дети совершили подобное. ليتش داينا ناخ صار ليل در نيس خيتش وات بيرا حيخم بيس دي تو موت ام باش دين عندنسا احيخم تصبوي كاتسلش كوردت سديش احيخم بوي ديال وزلور دي هون اوزم تشعمي دي ماتسكل خاك. О том, что родного отца молодой человек, пытавшийся поджечь новогоднюю елку, поставил в неловкую ситуацию, ясно и без слов. Впрочем, Иса Баркинхоев вину сына хоть и признает, но не считает, что это результат его воспитания. شو مو قصنتي والله هدير حتى فاد صغور دار ماما قصو سو سياتي عن سامو يمشت خندي ودي صغور.
Отныне молодые люди будут на особом контроле у местного участкового, а с их родными и близкими сотрудникам правоохранительных органов еще предстоит провести профилактическую беседу. Остается только надеяться, что этот случай станет уроком для других. Мадина Пугоева, Хаваш Гуйгов, Новости 24. Как уберечь себя и своих родных от заболеваний гриппа и ОРВИ, можно будет узнать по горячей линии регионального управления Роспотребнадзора, которую откроют с 22 января по 5 февраля. Специалисты ведомства ответят на вопросы жителя о мерах профилактики заболеваний, а также о правилах ношения маски в общественных местах, рекомендациях по обращению за медицинской помощью и о том, как уберечь детей в опасный эпидемиологический сезон. Ответы на все интересующие вопросы можно будет получить по телефону горячей линии 8 800 160 66 с 10 до 17 часов. Посетители научной библиотеки ИНГУ отныне могут любоваться творчеством одного из величайших художников мира. Подарок в виде копий 8 картин известного голландского художника-графика Маурица Корнелиуса Эшера библиотеке преподнес предприниматель Магомед Беков. Все подробности в материале нашего корреспондента. 8 завораживающих картин, позволяющих испытать связь между вечностью и бесконечностью, где время и пространство объединяют в одно целое. И хотя это только копии, они в полной мере передают весь замысел классика, который пытается разгадать, как устроена Вселенная и каким алгоритмам она подчиняется. И если эту загадку автор понимает своим профессиональным взглядом, то любитель вряд ли с первого взгляда сможет ее разгадать. На столе, вот на подоконнике, книжки стоят, и приборы, и карты лежат. И это стол или подоконник, он перетекает сразу в улицу. И где начинаются дома и кончается стеллаж с книгами, невозможно понять это. Натюрморты лица, рептилии и рисующие руки. Здесь представлены копии самых известных работ художника. Редкое сочетание разных начал. Невероятно изобретательный, чувственный и аналитично строгий. Мураца Корнелис Эшер, которого некоторые называют также Леонардо да Винчи 20 века. Автор сам отображается в этих оптических иллюзиях, которые теперь радуют глаз не только работников библиотеки, но и посетителей. Студенты будут изучать такие портреты, картинки, будут интересоваться художествами. Полотна хранятся в зале каталогов научной библиотеки, что сами сотрудники книгохранилища считают вполне логичным. Ведь, как любил повторять сам художник, мы живем в прекрасном и организованном мире. И так же, как и в зале каталогов, читатели имеют возможность ориентироваться в безбрежном море печатных изданий, так и любители прекрасного могут окунуться в многогранность картин великого художника. Сами работы Эшера оригинально, разумеется, очень дорогие, но вот у нас они копии, и от этого не менее ценны, потому что, собственно, дух Эшера и вот эту его способность показывать этот мир, единство мира, вот, оно здесь и в копиях достаточно очевидно и показано. Вот, в зале каталогов работы Эшера как бы дополняют наш поисковой аппарат. Находясь в атмосфере, где можно осмыслить все культурное наследие человечества, у работников библиотеки возникают какие-то новые идеи и мысли. Эти работы Эшера и стали воплощением таких мыслей директора библиотеки Адама Мальсагова, которые Магомед Беков подхватил и реализовал. Где-то год назад нами была тоже совместно инициирована затея, заключена в том, чтобы воссоздать портреты всех ингушских деятелей, известных 20 века. И учитывая, что год с этого обещания прошел, мы решили, пока мы не проведем до конца начатую работу по воссозданию этой галереи портретов, сделать какие-то промежуточные совместные проекты. И один из них – картина Эшера. Эта работа не ограничится лишь картинами Эшера. В проекте у Магомеда создание портретов известных ингушских деятелей культуры, литературы и политики, чтобы молодежь, как Эйнштейна или Пушкина, знала лицо тех, кто стоял у истоков становления своей родины. Очень часто бывает сухая информация о времени рождения, об образовании, какие-то короткая справка. И столкнувшись с этой проблемой, мы для себя поставили задачу все-таки собрать тот материал, который есть у библиотеки, справочный, и загрузить его в Википедию. Плюс дополнить это качественными портретами, потому что в прошлом люди не были оснащены таким большим объемом фиксирующих средств,
И фотографии были или низкого качества, или их вообще не было, есть какие-то зарисовки. Свой труд Магомедбеков называет реанимированием памяти людей о великих личностях. Главная цель активистов, чтобы простые жители знали и могли, как и в картинах Эшера, более детально разглядеть черты лица людей, благодаря которым и народа есть героическое прошлое и процветающее настоящее. Жирайдат Халухоева, Мербек Мержоев, Новости 24. Первенство республики по боксу среди юношей памяти мастера спорта СССР Идриса Дзаурова стартовало в Фоке Кантышева. В полуфинальных поединках за право участия в финале на ринг вышли боксеры различных весовых категорий. Спортсменов активно поддерживали болельщики. Кто прошел финал турнира, знает Саид Куштов. Разогреться перед предстоящим поединком для спортсмена обязательно, а настроиться на победу уж тем более. Руслан Калоев перед выходом на ринг ставит перед собой четкую цель – победа любой ценой. Его соперник тоже активно разогревается, судить перед боем не имеет смысла, ринг покажет сильнейшего. Со звуком гонга дается старт поединку. Руслан активно ведет нападение, удар за ударом пытаясь сокрушить своего соперника. Противостояние спортсмена бескомпромиссное. Просто так отдавать победу сопернику Магомед тоже не намерен. Даже рефери сменяется, чтобы поддержать спортсмена, выкрикивая наставление из угла ринга. Тренер Руслана из другого угла также дает инструктаж своему подопечному. 3 раунда по 3 минуты уже позади. Спортсмены выложились на все 100, но победитель один. Единогласным решением судей выигрывает спортсмен красного угла и тем самым проходит финал. Следующее противостояние между Хамзатом Дзауровым и Адамом Нальгиевым. С первого раунда боксеры показывают рвение к победе. Оба хорошо держат оборону. Удар за ударом пытаются доказать, кто из них лучше. По итогам 3 раундов победу присуждает Хамзату. Для него сегодняшний триумф не просто очередная, а особо значимая победа. Ведь первенство посвящено памяти его дяди Идриса Дзаурова, первого основателя школы бокса в Кантышево. В зале не только спортсмены, но и те, кто пришел понаблюдать за боксерскими баталиями. Адама Арчакова каждый раз переполняет чувство гордости за молодых спортсменов. مدير نركوتك ياش خبو خاص نيا تغبواش دبر ديك خيتو شيطان روكي زني ما تصدش عدمو دبر داات بوق باهر. Это полуфинальные бои, кто-то сегодня проиграл, но для них это только первые шаги в спортивной карьере и бесценный опыт. Тех, кто вышел в финал, ожидает еще один поединок. Победа или поражение решится в 4 углах ринга. Сегодня определяют финалистов, а уже завтра после финальных поединков будут известны имена победителей открытого республиканского первенства по боксу. Саид Куштов, Рахман Цуров, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.